мира оценили и считали, что работа этого органа очень ускорила переговоры. Прежде всего, я хочу поблагодарить его за то, что он мог объединить все вооруженные группировки, которые действовали без главарей. Он брал на себя большую ответственность. Он смог помириться с ними, потушить огонь вражды в их сердцах в интересах правительства и народа. Он смог помириться с правительством. Это был его мужественный шаг, который привел к согласию и миру. Это во-первых. А во-вторых, я его знаю как человека мужественного, честного и волевого. Он старается не для себя, а для своего народа. Эти его качества привели к успеху всего дела. در این موقع بودنشان هر دو یعنی مساعدت کرد که ما امروز به چنین روز رسیدیم. Скитаясь на чужбине, ты мучился за свой народ. Слава Аллаху, ты снова дома. Значит, так хотел Господь. В течение года Абдулла Нури работал в комиссии национального примирения. Мысли о том, как вернуть поскорее беженцев на родину, как помочь другим вернуться, не оставляли его в покое. Его знали и уважали как одного из самых справедливых религиозных деятелей. Но после возвращения беженцев на родину его узнали как национального лидера. Во время мирного процесса господин Нури рядом с ОДС играл положительную роль, которую вы знаете. Сегодня он для нас в своем качестве председателя партии исламского восхождения Таджикистана продолжает играть положительную роль. Он для нас важный партнер в наших усилиях поддерживать многопартийную систему в Республике Таджикистан. При этом для нас двухсторонне он является доверительным партнером, который мы думаем играет положительную роль в развитии Таджикистана в этом периоде своего исторического процесса. Господин Нури, мы не сомневаемся о том, будет в будущем продолжать играть такую роль и в благо всего таджикского народа. Его везде уважали и любили. Народ его ждал, чтобы он пришел встречаться с ними. Встреча с ним принесла надежду тем, кто потерял все.
Будь добра к матери всегда и делай то, что она желает. С умом присмотрись к отцу всегда, ухаживай, когда болеет. Саид Абдулло Нури старался всегда быть рядом с мамой. И куда бы он ни ездил, на работу или на переговоры, она благословляла его. Во время эмиграции она была рядом и всегда молила Бога, чтобы в эти трудные дни и тяжелые работы Бог помог им. Она с гордостью говорила: «Теперь Нури не только мой сын, он сын всего таджикского народа». На этот раз мать с сыном встретились в отцовском доме в совхозе Туркменистан. На встречу с ним пришли не только земляки, но и люди из разных регионов. Его встречали проводника мира и согласия. В его честь радовались и веселились. Город Душанбе, столица Таджикистана. Это центр науки и культуры страны, где находятся 15 университетов, институты, академия, театры. Красивые и большие парки, культурные центры, где люди отдыхают. Город цветет день за днем. В первые дни, когда Комиссия национального примирения начала свою работу осенью 1997 года, город почти не был живым, как сейчас. Транспорт работал только до 3 часов дня. Частные машины почти не ездили. Только возле гостиницы «Ваш», где работала Комиссия национального примирения, было многолюдно. Когда Абдулло Нури выезжал куда-нибудь по делам, все думали, что вот сейчас что-нибудь случится, как будто бы он охранял мир. Это его скромная обитель. В кругу семьи он чувствует себя спокойно. Он призывает детей к тому, чтобы они зря не тратили время и занимались науками, потому что все познается в молодости. С господином Саид Абдулло Нури я знаком с октября 1999 года, когда я был назначен здесь спецпредставителем генерального секретаря ООН и главой миссии наблюдателей в Таджикистане. Вы знаете, что мирный процесс длился несколько лет, и во все эти годы Саид Абдулло Нури принимал важную роль для исполнения, для достижения мира и потом для претворения в жизнь положений общего соглашения
по Таджикистану. В этот период мы, когда я работал здесь, в октябре по май 99 по май 2000 год, мы часто встречались, так как Комиссия по национальному примирению, которым председателем он являлся, и контактная группа стран-гарантов имели общие задачи, и мы должны были согласовать свои действия. Я могу сказать, что в этот период господин Нури очень ответственно и с чувством сопричастности участвовал в этот этап, когда заканчивался выполнение общего соглашения. Его способность во время работы комиссии по национальному примирению мне часто случалось встречаться с господином Нури, поскольку у нас были общие задачи у комиссии по национальному примирению и контактной группы. В тот период, хотя это был конец выполнения общего соглашения, было еще много работы, много вопросов, которые надо было завершить. Предстояли парламентские выборы, подготовки закона о выборах. И я помню, что иногда и в моем пребывании здесь, на этом посту, случались перебои в работе комиссии по национальному примирению, и тогда приходилось спецпредставителю работать с двумя сторонами по общему соглашению, чтобы преодолеть приостановление работы комиссии по национальному примирению. Я могу сказать, что весь этот период господин Нури с большой ответственностью относился к этой роли, которую он играл, к этому задаче, которая у него была как председатель комиссии по национальному примирению. И своим чувством ответственности и готовность к компромиссу он помогал, чтобы вывести ситуацию из тупика. Иногда казалось, что это безвыходная ситуация, но он умел сделать необходимый компромисс, и мы переходили на следующий этап. Я думаю, что он внес свой весомый вклад в исполнение общего соглашения и достижение конца переходного периода в Таджикистане. Переходный период закончился в апреле-мае 2000 году, после чего в Таджикистане началась нормальная жизнь. Я думаю, что из своей дальнейшей работы как председатель партии Исламского возрождения в Таджикистане он показал, что как умеренный политик он знает и как работать на благо Таджикистана. Создание и деятельность исламской партии тесно связаны с именем Абдулло Нури. 15 марта 1973 года группа молодежи, которая хотела изучать исламскую религию под руководством Абдулло Нури, создала исламскую партию, но только в 1999 году эта партия получила государственный статус. В 1993 году Верховный суд Таджикистана, как и другие органы, считали эту партию виновной в том, что произошло в стране. После народного примирения между таджиками невиновность этой партии была доказана, и она начала свою работу. Сейчас партия действует в 60 регионах и имеет более 40 тысяч членов, и 45% из них составляют женщины. Сегодня в Таджикистане женщины проявляют свою деятельность во всех областях, в том числе и в религии. Девочки учатся не только в вузах страны, но и в религиозной школе.
такой как медресе Тирмизи. Здесь они приобретают знания о философии ислама. Это расширяет их кругозор и познание мира. Бадахшан – горная долина. Очень высокие и богатые горы с драгоценными камнями. Но с виду долина скромная. Там живут очень щедрые и добрые люди. Во время гражданской войны там бывали солдаты Народного фронта. После них остались лишь сожженные дома и пустые улицы. Но эти щедрые люди в то время кормили и пустили этих солдат к себе. Это первый выезд Саида Абдулло Нури в эту долину, где он встречался с народом. В беседе с журналистом радио «Свобода» Саид Абдулло Нури сказал: наша поездка в Бадахшан была очень впечатляющей. От встречи с народом выяснилось, что они за мир и народное примирение. Бадахшан – регион, который находится далеко от центра республики. Здесь жизнь не очень легкая.